Эфир нашего телеканала продолжит программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В пострадавших от паводка населенных пунктах Верхоянского района до холодов необходимо восстановить дороги, теплотрассы, котельные, отремонтировать жилье. Но сначала необходимо убрать весь мусор и беспорядок, который учинила водная стихия. Первой на помощь откликнулась молодежь региона. Об этом мы и поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Петр Витальевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы совсем недавно побывали в Верхоянском районе и масштаб разрушений увидели своими глазами. Ну и, естественно, общались с населением. Скажите, что говорят люди и какое общее настроение у жителей сел? В Верхоянском районе до этого уже были подобного рода паводки. В принципе, люди уже проходили через такое. И если так сказать, то более-менее уже спокойным были. Мы приехали после 18 числа, паводки у нас, режим ЧС у нас был объявлен 9-го, соответственно, первоначальный шок у людей прошел, и они были более-менее спокойны, и конструктивный разговор у всех, конечно же, был. Все уже говорили о той помощи, которая необходима, а наш штаб уже рассказывал, какую помощь мы им можем предоставить и что будем делать в дальнейшем для того, чтобы подготовить все социальные объекты и дома граждан к новой зиме. Вот если говорить в целом об обстановке, насколько сложная она сейчас в Верхоянском районе складывается? Вода ушла, сейчас ведется работа по просушке домов. Наиболее трудно предстоит тем людям, маломобильные граждане, пенсионеры. Еще есть такой момент, что до августа у нас все билеты раскуплены. Сейчас решением правительства, вчера было совещание у Есения Сергеевича, будут дополнительно ставить самолеты, чтобы родные приехали. До этого у нас будут помогать бойцы строительных отрядов и созданные на местах волонтерские группы, которые помогают в вечернее время, после того, как у себя поработают дома, получается. И у них ставится вопрос основной – подготовка жилища, отремонт, разбор опалубка, разбор пола, черного пола, для того, чтобы подготовиться к зиме. Жители республики очень активно откликнулись на призыв и Общественной палаты республики, и на обращение Министерства молодежи об оказании сбора гуманитарной помощи. Расскажите, что удалось собрать и отправить в числе последнего? Сбор осуществлялся на Куршова 24 и на базе волонтерского центра по Орджоникидзе-10. Всего собрано более 5 тонн. На сегодняшний день у нас отправлено порядка 4 тонн грузов. Первые, это, конечно же, были одежда, медикаменты, еда, питьевая вода. А сейчас уже мы переквалифицировались на сбор строительного материала. Это у нас утеплительные материалы, это у нас линолеум, краска и какие-то такие вещи, которые нужны для того же утепления, получается. И, конечно же, сбор средств денежных гуманитарным штабом, оно было собрано порядка 1 000 000 рублей, если я не ошибаюсь. И еще недавно мы проводили «Вместе мы сила» — это телемарафон, и там, по последним данным, было собрано около 2,5 миллионов, что ли. 3700. 3700 даже. Считайте, каждый день звонки идут, каждый день у нас поступление средств мы фиксируем. Эта информация буквально на вчерашний день получается, и уже за сутки такое прибавление. Народ у нас очень отзывчивый, помогают все. И это не только Верхоянскому району, но и Кобяйскому. И везде, получается, у нас адресная помощь идет, и мы стараемся помочь каждому. И, естественно, молодежь очень живо откликнулась на призыв о помощи. Насколько я помню, несколько отрядов было отправлено, студенческих бригад по линии Министерства молодежи. Расскажите о той работе, которую они проделали. Решением Есения Сергеевича сразу после того, как было объявлено ЧС, и после того, как он посетил места ЧС, было принято решение отправить бойцов студенческих отрядов. Откликнулись самые у нас, как скажем, фанаты своего дела, потому что мы, на самом деле, никто не планирует, здесь будет, и мы должны держать какой-то резерв ребят, чтобы они поехали.
Мы с каких-то объектов сняли, с каких-то районов сняли, и они поехали. Вот 35 ребят сейчас на сегодняшний день работают в Верхоянском районе. По 10 бойцов — это населенные пункты Суардах и Дулгалах, и 15 бойцов работают в городе Верхоянске. Они в первую очередь работают в социальных объектах ЖКХ, тех же вот теплотрассах, и вот просушка идет в селе Суардах, там котельная, до конца вода еще не отступила. Ребята роют большие каналы под свой рост для того, чтобы вода ушла. Да, и после работы вот в социальных объектах они идут к населению. На сегодняшний день у нас у ребят, бойцов, рабочий день заканчивается в 12 часов, в час ночи. Они работают так, на севере лето короткое, сейчас как раз стоят вот жаркие дни, поэтому стараются все успеть. Если сейчас не успеют, то потом уже будет поздно. Разбирают пол, мокрый грунт или вот черный пол, они все вытаскивают наружу, сушат, распределяют, а потом обратно заносят. И это все там полдня солнце, полдня может идти дождь, поэтому вот катавасия с перетаскиванием, она такая серьезная. И, конечно же, в домах у людей разбирают еще опалубку, тоже сушат ее. Если есть вода под зданиями, полностью ее выкачивают. Если есть возможность, то же самое выгребают какую-то часть земли для того, чтобы она там сырой не лежала. Сбоку складируют, где солнечная сторона, сушат, а потом обратно распределяют. Очень хороший опыт, на мой взгляд, у села Адыча. Люди уже с 2004 года, это один из таких крупных поселков, с 2004 года начали строить свои жилища на сваях, поэтому у них меньше, конечно, пострадавших. Но это сноровка людей, местных жителей получается. И там, конечно, объемов работ немного меньше. Пока сейчас работают ребята в самых пострадавших населенных пунктах на очереди. У нас вот постараемся в Баранук поехать. Если какое-то время будет, мы постараемся тоже вот какой-то отряд отправить в другие населенные пункты. То есть помимо тех, которые сейчас работают, есть в планах отправить еще дополнительные Да, какие-то ребята силы? вот работают на износ, считай, да, и думаем, что они объем работ, который им предоставлен, сделают. Решением тоже КЧС у нас там на местах будут работать еще профессиональные строительные отряды, которые будут заниматься восстановительными работами в социальных объектах. И если у нас все получится, если мы передадимся, может быть, хотя бы какая-то часть будет перебрасываться в другие села. Ну вот, кроме той помощи, которую уже удалось собрать, я имею в виду гуманитарная помощь и тех денежных средств, которые были собраны как и в частном порядке, так и через телемарафон, скажите, как еще жители республики могут помочь пострадавшим от паводка, если такое желание возникло прямо сейчас? Они могут жители могут привезти гуманитарную помощь по адресу Курашова, дом 24, 4 этаж, 401 кабинет, там у нас дислоцируется общественная палата. Еще раз хочу повторить то, что мы переквалифицировались на строительные материалы. Очень важно понимать то, что да, действительно, люди пострадали, какие-то вещи, конечно, ушли под воду, но люди получили первостепенно, это не пожар, да, что-то осталось. И они восстановили и что-то используют уже. А сейчас первостепенная задача — это подготовиться к зиме, сделать ремонт хороший. И получается, там же могут сказать по переводам денег, которые можно осуществить, деньги все-таки такая вещь, которых можно купить и отправить, или там на месте что-то приобрести. Потому что тоже по отправке, сами понимаете, там это определенных денег стоит. Какие-то грузы нетранспортабельные, специальное разрешение нужно, например, по лакокрасочным изделиям. Это горючая смесь, это специальный рейс надо организовывать. Поэтому вот такие моменты тоже, к сожалению, есть. Но я думаю, мы со всем справимся и к зиме будем готовы. Ну, давайте вернемся к студенческим отрядам, которые работают сейчас на месте катастрофы. Насколько я помню, в прошлом году, после того, как сгорел Бяйскёль, к сожалению, микрорайон, студенческие отряды тоже помогали в восстановлении, тоже принимали очень активное участие. Те же ребята в этом году поехали в Верхоянский Улус или
какие-то новые ребята изъявили желание Да, мы помогать? постарались. И есть ли какая-то методика, то есть обучение бойцов студотрядов именно действовать вот в таких условиях чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий? Конечно, первичное обучение ребята проходят. Хотелось бы отметить, да, то, что, да, действительно, у нас поехали самые фанаты. Они участвовали в прошлом году. У меня отряд такой работает в селе Дулгалах. Они 60 дней отработали на пожарах. 60 дней, безвылазно. И они же, вот этот же отряд, они студенты Северо-Восточного федерального университета. И они в этот раз тоже откликнулись и поехали вот в село Дулгалах. Есть отряд, который сейчас приехал в город Верхоянск, который работал, например, в «Спартакиаде». Тот же самый ветер, и они работали, а потом вот после этого сильного ветра, получается, они тоже там очень сильно отрабатывали, и сейчас, фактически не отдохнув, поехали в город Верхоянск. Это одни из самых опытных ребят. Они уже показали себя как профессионалы, можно так сказать. Предварительное обучение по каждому случаю мы проводим, инструктаж предварительный мы делаем. И командиры и комиссары, они нацелены на то, чтобы ни один боец, студент не пострадал, не заболел вплоть до этого. И максимально стараются, чтобы у них были комфортные условия. Ну и, конечно, хочу поблагодарить администрацию района, в лице Гаврила Ильича Чирикова, администрацию глав, администрацию наслегов села Суордах, села Дулгалах, города Верхоянска. Например, в селе Дулгалах именно для ребят корову забили, для того, чтобы кормить их качественно. Это говорит о том, что люди там отзывчивые и заботятся о наших бойцах. Ну и везде устроено горячее питание, поэтому ребята довольны. Чем лучше ребята кушают, тем лучше они работают. Это, конечно, основной момент. Ну, это естественно. Да, это естественно. Если говорить в целом о бойцах студенческих отрядов, то насколько охотно ребята идут в эту структуру, скажем так, какие вузы преимущественно представлены? И есть ли, может быть, какая-то статистика представителей каких будущих профессий активнее всего принимают участие в этом движении? Ну, прежде всего, конечно же, представлен Северо-Восточный федеральный университет. И везде, в каждом, наверное, учебном заведении у нас есть штаб. Надо понимать то, что студенческие отряды – это жизненная необходимость. Туда идут не от того, что там не хватает, может быть, романтики, хотя этот момент тоже есть, но туда идут те ребята, которые незащищенные слои населения, прежде всего. Да? Они должны заработать для того, чтобы там закупить там одежду к учебному семестру. Поэтому мы стараемся поддержать. И там в основном ребята сельских поселений. Мы стараемся, конечно, брать максимально ребят с рабочих профессий. У нас в этом году запланировано 2500 ребят, чтобы работали, да. И мы сейчас уклон делаем на промышленные предприятия. Это, конечно, горный институт, геолого-разведочный, ФТИ, ИТФ, вот такие технические. Там больше всего парней, конечно же. И они, совмещая свою практику, идут работать в промышленные объекты. И вот такие вот через ситуации у нас тоже, там солянка сборная, кто что. Да, даже медики есть, которые вот пошли работать и параллельно работают и занимаются лечением своих товарищей, получается. Подытоживая, можно сказать, что все они очень большие молодцы. Конечно, благодарность очень большая. Петр Витальевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». На ходе восстановительных работ в Верхоянском районе нам рассказал Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.